день, дорогие слушатели. Добрый день. Напоминаем слушателям о том, что в эфире очередной выпуск подкаста «Жазбол». И слушать его можно на нашем внутреннем портале и телеграм-канале Magnum Life, а также на платформах Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс.Музыка. Сегодняшний выпуск посвящен теме клиентского сервиса. Что такое сервис в розничных продажах? Для чего нужны жалобы и почему их нужно ценить? И поговорим мы на эту тему с нашими гостями. Операционный директор Игорь Венгеров и директор департамента маркетинга и клиентского опыта Асим Еруанова. Добрый день, Асим. Добрый день, Игорь. Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, сегодня у нас вот такая очень интересная тема. Очень давно мы хотели записать выпуск на тему клиентского сервиса. Вообще, что это такое, с чем это едят. И особенно интересно, чем это отличается именно вот в розничных магазинах. Да? Потому что есть своя специфика. Клиентский сервис, например, в фэшн-магазине – это одно. Клиентский сервис в розничном продуктовом магазине – это другое. Но это вот мое такое мнение. Хотелось бы вас послушать. В чем отличие сервиса? Вообще, что такое клиентский сервис, в продуктовом магазине? В продуктовом магазине клиентский сервис, он не всегда в контакте покупателя и сотрудника магазина. Очень часто клиентский сервис, в отличие от фэшн-индустрии, он незаметен глазу, но тем не менее он постоянно и незримо витает в воздухе. То есть как расположены товары, как они представлены, есть ли ценник на полке, правильный ли этот ценник, что представлено на полке, освещение, температура, запахи. То есть все это точно входит в понятие покупательского сервиса и покупательского опыта. В фэшн-индустрии несколько другая история. Там очень сильно завязана на контакт покупателя с продавцом. То есть на личность продавца, на его навыки продаж, на его внешний вид, на его речь, на то, как он говорит, что он говорит, как он общается с покупателем, что ему предлагает, как предлагает. То есть очень много вербального общения, которое в итоге составляет, на мой взгляд, наверное, 90% от всего покупательского опыта именно в фэшн-индустрии. Да, и в клиентском сервисе, когда вот слышишь эту фразу, сразу же возникают банки, турагентства, магазины именно одежды, Starbucks, то есть кофейни. Существует такое рейтинги, что именно там клиентский сервис на высоте. А магазины же, розничная торговля, они где-то в хвосте болтаются, но это не значит, что клиентским сервисом в розничной торговле никто не занимается. Как правильно сказал Игорь, это незаметно глазу, но мы трудимся и работаем во благо клиента. Еще очень важный момент – это, наверное, чистота вашего контакта как потребителя, как покупателя с тем или иным продавцом услуг либо товаров. То есть, насколько часто вы ходите в банк? Каждый день? Нет. Насколько часто вы ходите покупать одежду? Каждый день? Нет, конечно. Но если я спрошу то же самое, как часто вы приходите покупать продукты, практически каждый из вас скажет либо ежедневно, либо несколько раз в неделю. И частота получения клиентского сервиса в продуктовой розничной, она намного чаще. И контакт, который состоится между покупателем и продавцом, он намного чаще и интенсивнее. Всегда интересно, почему некоторые покупатели, я это замечаю, когда хожу в магазины, в продуктовые, почему некоторые покупатели, в наших, в особенности, ожидают, что сервис со стороны продавцов такого же где-то отчасти, как в магазине бытовой техники. То есть они ожидают, что к ним кто-то подойдет, они ожидают, что им кто-то что-то покажет, проводит, расскажет. Должно ли это присутствовать? Я для себя сделаю так, что так не должно быть, я не должна этого ожидать. То есть я себя приучаю к тому, что я иду, смотрю на навигацию, приучаю себя ориентироваться в магазине, особенно если я каждый день в один и тот же магазин хожу. А приучаю себя к тому, что ценники, если я сомневаюсь в цене, я перепроверяю. То есть должно ли так быть, либо не должно так быть? То есть какие ожидания должны формироваться у покупателя, который ходит в Magnum, и вообще как этим вообще можно управлять? На начальном этапе, если вернуться на 16 лет назад, мы были пионерами в гипермаркетах, когда открывали. Да, нужно было консультантов ставить. И я помню, что были люди, которые помогали у пола, где, что. Когда мы ввели на развес сахар, крупу, тоже нужно было учить. Именно в эти этапы, естественно, мы отвечали потребностям, и у нас люди были обучены этому и подсказывали. И обращений было больше. А сейчас уже люди уже привыкли ходить, то есть частота контакта у них действительно увеличилась.
этот сервис уже не нужен и излишен даже. Это раз. И два, эффективность тоже здесь имеет значение, потому что у нас другая модель бизнеса. Здесь они не должны ожидать вот прям индивидуального персонального подхода. Наоборот, мы идем в сторону самообслуживания. Касса самообслуживания – это тоже сервис, который мы предоставляем уже более продвинутым покупателям. То есть многие уже все сами делают. Вот. Мне кажется, это исторически так случилось, что у нас гипермаркеты и магазины бытовой техники появились плюс-минус в одно время. И когда клиент приходит, покупатель приходит в магазин бытовой техники, к нему сразу бежит консультант, который хочет рассказать, показать про какой-то продукт. И ровно с теми же ожиданиями, наверное, люди приходили и в гипермаркет, что сейчас кто-то придет и покажет, расскажет. Это же опыт до гипермаркетов, когда у тебя был непосредственный контакт с продавцом. Когда ты приходишь, говоришь, а можно мне там 2 килограмма сахара? Вот, а тут сам ходишь. Ну и плюс, мне кажется, у нас доля интровертов гораздо меньше в Казахстане. Я считаю, да, в Казахстане люди очень любят и пообщаться, и поговорить. Есть еще момент, почему покупатель ожидает. Он, наверное, ожидает больше не консультации, он ожидает решения проблемы. И когда он просит консультацию, либо помощь продавца, когда он не смог удовлетворить свою потребность, либо решить проблему стандартными методами, не смог найти этот товар на весах, чтобы взвесить, не смог найти его на полке, чтобы купить, то есть ожидал его в одном привычном месте, он приходит всегда туда, а его нет, или ожидал купить большую пачку, там только маленький и так далее. То есть, возможно, ему нужна помощь именно в тот момент, и возникает потребность в помощи, когда стандартными методами он не смог удовлетворить свою потребность, либо получить необходимый товар или услугу. Помню, на День ГО мы с коллегами нам дал задание. Для наших слушателей День ГО – это когда сотрудники офиса идут на филиал, в магазин и помогают там. Это, как правило, там, перед Новым годом и так далее. Так вот, нас отправили на алкоголь, в эту секцию. И приходят люди, и все спрашивают, а какое вино? А я вообще в вине не разбираюсь. То есть абсолютно. У меня коллега, он там что-то им рассказывал, консультации какие-то давал. Люди, да, хотели пообщаться, хотели выбрать, чтобы им помогли проконсультировать с вином. Потом, правда, нас поругали. Нам сказали, что нельзя консультировать. Рекомендовать чего-то. Партнеры предоставляют часто услуги. Я помню, что когда заводили новые бренды краски, оставали бьюти-консультанты, которые объясняли, то есть пришла эра вот этих красок, дома, чтобы покрасились. И консультанты уже объясняли, как выбрать, как правильно. То есть А по винной полке есть сейчас технология винный сомелье. Тоже сканируешь штрих-код. И у нас этот проект в работе с одним из поставщиков. И тебе уже полностью выходит вся информация, там, к какому блюду его, То есть технологии не стоят на месте, и вот это тоже будет один из сервисов, который дополнительно будем предоставлять. У нас еще доставка есть, кстати, про Анар. Ты говоришь, люди общаться любят какую-то там консультацию получить с человеком, пообщаться. Мне кажется, самый рай для самообслуживания, помимо кассы, это когда ты дома с приложения все заказываешь, и тебе домой приезжают, и у тебя даже контакта нет с кем-то. Но есть люди, которые все равно, они не любят общаться, но они любят, скажем так, пощупать, потрогать, там, понюхать условно, да? То есть выбрать товар, а не там, нажав кнопочки, да, там заказал. Такие тоже есть. Я соглашусь с Анарой, это очень сильно имеет значение. Люди любят тоже яблоко конкретное, взять вот это яблоко, а не то, которое мне дали. Да, мы сравнивали разные компании, в разные направления, да, в компаниях, там, фэшн, банки и так далее. И вы сказали, что там ритейл, наверное, не в самом топе по ожиданиям, может быть, да, по клиентоориентированности. Мне интересно, как мерят, точно в маркетинг этим занимается, как сравнивают компании друг с другом по уровню сервиса? Маркетинг, одна из частей маркетинга – это исследование. И здесь меряется уровень удовлетворенности клиента и уровень лояльности. Причем это происходит на постоянной основе. И нужно отслеживать, как меняются эти показатели с течением времени, а также как удовлетворение клиента влияет на лояльность. Потому что есть много теорий, что да, это влияет на повышение лояльности, но это не всегда так. Если сравнить, может быть, просто с людьми, уровень удовлетворенности – это замерить там температуру, давление, что-то про
это как бы. А уровень лояльности это больше измерить как бы про настроение. То есть это как бы грубые, конечно, метафоры, но это так. И уровень удовлетворенности мы меряем обычно сразу же после контакта клиента с нашим сервисом, скажем. Вот купил он там курочку, мы сразу же ему кидаем опросник. А как тебе понравилась курочка? А был ли достаточно ассортимент? А цена там, а сервис? Это мы сейчас говорим про вот замер CSI. CSI, да. Это удовлетворенность. Вот. А лояльность – это уже то, что вот как бы отношение компании, готовности рекомендовать, то это уже немножко другой показатель. Здесь мы меряем его тоже, получается, на постоянной основе. Я как сказала, что удовлетворенность и лояльность тесно связаны, но прям вот, что есть такое, что вот удовлетворенность, все это вот если у тебя все там показатели на пятерочках, что у тебя будут все советовать. Нет, тут нужно еще эмоции добавлять. И это уже как раз-таки другие трюки, ну как условно трюки, и реклама, и акции, то есть именно вот действия, которые мы направляем на повышение лояльности клиентов. Да, друзья, если вы участвовали в этих опросах, пуш-уведомления, да, у нас в приложении, либо там анкетки эти заполняли, лайки ставьте, где вы там нас слушали. Это не только в приложении, это может быть смс-ка прийти. Да, это может быть также и звонок. Нет, просто мне, я в смысле смс-ки ни разу не получал, и мне никто не звонил, у меня в этот приходит. Если у вас есть приложение, вам смс-ка не придет. В приложении приходит опрос. Но я отвечал всегда на NPS, вот это про лояльность, вот, а про удовлетворение. Порекомендуете, не порекомендуете? Да. Нет, мне вот приходили опросы в приложении после совершенных покупок. Мне спрашивали, там, были ли вы, сколько вы там ценой были удовлетворены, качеством было. Почему мы замеряем, ну вот для чего нам два замера и как вообще мы потом с этим работаем? То есть что они нам дают, каждый из них, и как мы с этим работаем дальше вот в магазинах? Ну, я сказал бы, что NPS не дает полной картины с распричинкой, что нужно улучшить, как исправить ситуацию. То есть это очень такой хороший показатель, показывающий лояльность бренду, очень важный. Но если нам нужно понять, где болит, где мы не доработали, где клиент не удовлетворен, то здесь подходит CSI. Намного лучше, намного глубже и шире. Мы получаем больше информации, и мы можем сделать более правильные выводы для того, чтобы ситуацию улучшить. И у нас CSI вот как раз-таки замеряется по 4 показателям. Это ассортимент, качество, цены и сервис. И это не просто вот понравился ли вам ассортимент, то есть это конкретный, с коммерческим департаментом мы очень часто отрабатываем, а нравится ли вам ассортимент наших сыров, нравится ли там ассортимент овощей и фруктов. То есть каждый уже вопрос по каждой детализированно, категории, получается, да? По каждой категории, по каждому региону. То есть разрез предоставляемой информации. И как вплоть мы до магазина. Вплоть до магазина, да, мы можем увидеть эти показатели. То есть и совместно с коммерческим департаментом, а также с операционным департаментом мы смотрим, и мы видим, что в этом регионе мы видим, что вот такая-то проблема назрела. В этом регионе, в этом магазине, там, допустим, появилась бывает какая-то такое, что конкретика. недавний кейс, там хлеба недостаточно в каком-то регионе. Они вот хотят больше и больше ассортимента, именно ассортимента. Сильно отличается, ну вот мы сейчас говорим, что у нас есть такие замеры, это классно, прям по магазинам, по регионам. Сильно отличается есть от региона к региону. Ну, я не знаю, тут больше там на хлеб можешь жаловаться, а тут да, еще, есть существенные отличия от региона к региону. Есть разные, во-первых, потребительское поведение, да, поведение потребителя. То есть где-то они, например, давайте пример с рыбой. Вот, это очень отличный... Я тоже сразу подумала про рыбу и про север. Я люблю, давайте про рыбу. Отличный пример с рыбой. Ну, сама культура потребления рыбы и частота потребления рыбы в разных регионах разная. И, например, на севере Казахстана это такой очень важный, регулярный продукт, который люди хотят видеть на постоянной основе в магазинах. И этот продукт очень важен для них, его качество, его наличие, его ассортимент. В других регионах люди тоже хотят видеть свежую рыбу, но частота потребления и, скажем так,
интенсивность потребления совершенно другая, она намного ниже, да. И, соответственно, вопрос по рыбе в северных регионах Казахстана более актуален, он вызывает больше отклика и больше реакции, и для них он более важен, чем в Южном Казахстане, например. Мясо, наверное, это вот больше в южных регионах. Не, мясо одинаково везде. Да? Мясо одинаково В везде любят. Казахстане едят Да. все и разбираются все. Да, но про мясо у нас будет другой подкаст, сейчас маленькая реклама. Вот, понятно. И получается, вот смотрите, у нас, на самом деле, да, обширные данные, да, вплоть до того, про каждый магазин, про каждую категорию, про каждый продукт. Что мы потом со всем этим делаем? Вот самое интересное. Я думаю, это не только интересно сотрудникам, а вообще в целом покупателям, на самом деле. Что дальше происходит? Мы с этим, как мы работаем и как мы это потом превращаем в то, чтобы улучшаться. Раз в месяц мы смотрим в разрезе регионов и углубляемся даже до отдельных магазинов и вырабатываем план действий. Там делится на несколько направлений. Есть стрим, связанный с коммерческой дирекцией, связанный с ассортиментом, ценами. Есть стрим, связанный с операционной дирекцией, направленный в первую очередь на сервис. И там разные действия и разные люди в этом задействованы для решения той или иной проблемы. Естественно, из-за того, что отличаются и города, и магазины, то подход очень часто бывает такой не совсем прямо индивидуальный, а больше какой-то групповой. Да? То есть, например, для группы магазинов в Астане, для группы магазинов в Алмате, для конкретного города, да, если там не сильно много магазинов. Вот. И в том числе у нас это регулярная основа, и сейчас мы работаем над этим уже даже не раз в месяц. Мы перешли на работу еженедельную. Для того, чтобы у нас реакция была быстрее, во-первых. А во-вторых, если что-то произошло, что повлияло негативно на клиентский опыт или позитивно на клиентский опыт, то хотелось бы быстрее на это среагировать, быстрее принять решение и быстрее исправить ситуацию или поддержать на том же уровне, если это положительное влияние. Но это уже жалобы, это когда то. Нет, мы уже в CSI перешли на еженедельный. Да, мы договорились с сотрудниками, что будет еженедельная отработка, чтобы мы к концу периода, к концу месяца мы уже видели результаты нашей работы в первой неделе. Вот так. Отлично. Про жалобы. Жалобы, да. Про жалобы есть у меня прекрасная история. Я когда первый раз пришел в Магнум, а я 2 раза приходил в Магнум. Сегодня, кстати, пост вышел про меня. Это тем слушателям, кому интересно, когда мы записываем и когда выходят наши выпуски. Вот мы записываем в день, когда вышел пост про меня. Лайкайте. Я пришел первый раз, когда в Магнум была история, может, помните, с колбасой. Сушка колбасы, да? Пришел покупатель, он снимает колбасу с полки, и там штрих-код, там вес указан. Он кладет эту колбасу на весы, а там вес другой. То есть вес меньше, да, чем указано на штрих-коде. Он, разумеется, подходит к продавцу, завсекции выбежал, там, ЗДФ вроде, точно не помню. Вот, и он начинает ругаться. Вот, вы обманываете покупателей, говорите, что у вас вес один, а на самом деле другой. Что случилось, оказывается? Они заранее штриховали, продавцы, колбасу всю, она пока висела, усохла и, соответственно, стала весить меньше. Вот, и это все разлетелось по всем соцсетям, вот это видео крутили везде, и мне говорят: Арман, нам нужен тренинг. Почему? Потому что продавец, кто-то там, видимо, растерялся, не смог объяснить, и он прям убежал с этой ситуации. Вот. Завсекция вроде там дальше разбиралась с этим мужчиной, ему все объясняла, там рассказывала, показывала. И тогда я начал изучать эту тему, как работать с жалобой. И была книжка прекрасная на тот... плюс-минус в то время она вроде вышла, она называлась «Жалобы – это подарок». Мне так понравилось это название, и мы этот тренинг написали, и его давай проводить насколько я помню, вроде прям по всем регионам. Магазинам, да. Да, мы его провели. Вот интересно про жалобы послушать, как мы сейчас с этим работаем. Действительно ли это подарок? Да. И почему его нужно считать подарком? Когда мы начинали тренинг и говорили, жалобы – это подарок, там же глаза были у сотрудников, ага. Потому что всегда же воспринималось так, что если жалуются, это плохо. И нужно во что бы то ни стало избежать жалобы. Нет, жалоба действительно подарок. Да. Во-первых, подарок финансово измеряется. Почему? Потому что нам не нужно платить за исследование.
И это дешевый, правда, вот и здесь и сейчас путь, как получить обратную связь от потребителя. Поэтому, во-первых, быстро и дешево. Это ценность информации в том числе, то есть выяснение потребностей. Просто так вот, будем продолжать работать и будем продолжать работать. Не будем знать, а что изменилось на рынке, а что нового нужно, где мы недорабатываем. Нужно дать знать клиенту, что жалобы он может обратиться с жалобами везде. То есть, и поэтому у нас и на кассах развешаны колл-центр, номера, есть стойка. Можно оставить жалобы, да. Да. Приложение Да, вам можно иначе оставить он, жалобу. иначе он не обратится и уйдет. Уйдет совсем навсегда. А если же он обратится, то в 95% случаев он останется с нами. Почему? Потому что мы, естественно, отрабатываем каждую жалобу и не оставляем нашего клиента без ответа. Он нам дарит возможность изменить ситуацию. Он не молча уходит Да. просто от нас, навсегда покидая. Он дарит нам возможность изменить ситуацию, исправить ее, улучшить и предотвратить повторение этих ситуаций. Да, и даже в каких-то случаях, даже с этой историей усушки колбасы, на самом деле, это же прям такая вот... Это позволило нам изменить подход. Это позволило вообще, в принципе, да, вот это такая история была нашумевшая и позволила изменить подход вообще к продаже колбасы, даже, скажем так, колбасных изделий. Не только мы, я уверена, да, и другие компании, другие сетки, увидев это, поняли, что нужно меняться. И Эта это, на самом история деле, позволила изменить требования к поставщикам. Поставщикам изменился формат упаковки, и, скажем так, даже это влияние больше на рынок, чем даже на конкретно взятый магазин. В принципе, через жалобы, скажем так, мы улучшаем, меняем не только нашу компанию, наш магазин, а в целом ритейл-отрасль в Казахстане. Да. Вот так один прекрасный человек, который заметил это в 2017 году, разницу, как повлиял на рынок в целом. Вот результаты сейчас мы, так сказать, ими наслаждаемся. Да, и жалобы идут, бывают разные на отношения наших работников, на цены, на качество продукции. И здесь как раз-таки мы предоставляем, то есть сразу же реагируем, и если что-то именно с продукцией, то мы даем знать нашему партнеру, потому что именно через нас партнер может получить эту обратную связь, неправильная партия, что-то еще было. С жалобами, вот помимо того, что мы делаем замеры CSI, да, постоянные, получаем обратную связь покупателя, мы еще отдельно, получается, с жалобами работаем на ежедневной основе, насколько я вот знаю. Но я бы сказал, не на ежедневное, это фактически онлайн работа. Ежеминутная, да. Минута в минуту. После того, как жалоба поступила в колл-центр, и неважно какими путями, да, в системе, она попадает в систему мониторинга обращений и попадает в магазин конкретный, в котором произошел инцидент. И это происходит с минимальной задержкой, потому что очень важно в отработке жалобы не затягивать с решением и не затягивать с обратной связью клиента. Чем дольше между происшествием и жалобой клиента и обратной связью и решением проблемы, тем хуже клиент воспримет решение. Одно и то же решение, данное клиенту через 20 минут и через сутки, будет абсолютно по-разному им оценено. Да, а также это может повлиять на бизнес. Недавний пример, несвежий салат какой-то был, кисленький салат. То есть я прям побежала, сказала, что там что-то неправильно, потому что чтобы убрали из полок, иначе еще 5-10 человек купят, они пока до дома дойдут. То есть это важно очень. Момент, скорость реакции как раз может предотвратить больший эффект на имидж бизнеса. Если говорить, то нужно просить наших покупателей, и в том числе самим как покупателям, то есть если мне что-то не понравилось, я чем-то осталась не удовлетворена. Я не соглашусь. Скорее дать возможность, удобную возможность оставлять обратную связь, жалобы, предложения, сделать это максимально доступным для клиента, удобным для клиента, не вызывающим у него никаких дополнительных усилий.
То есть, Да. чтобы для него это было очень просто и удобно. Но времени не должно быть, там, я не знаю, 40 минут оформлять жалобу. Такого, конечно, у нас не бывает. Но вот бывает в некоторых сервисах, когда звонишь, обратитесь туда-то, то есть через... Напишите на почту. То есть, Что у вас болит? Напишите на почту на официальном бланке в 7 экземплярах, разошлите такие. это. Нет, мы не Мы не такие, такие. Мы но не кейсы такие. такие встречаются, когда вместо того, чтобы быстро решить вопрос по звонку, тебя просят, это не у нас, но вот сталкиваешься как потребитель периодически с тем, что не заинтересованы в получении жалобы, а заинтересованы в каком-то формальном У подходе. нас нет показателя уменьшить количество жалоб. То есть это вот ни в коем случае такое, чтобы жалобы не скрывались как бы под ковер. Жалобы нужно брать и быть готовыми к ним, то есть и уметь обращаться. Ну, я сам такой клиент, который вот, редко просит там, вот ни разу не просил я там жалобную книгу или не думал, куда бы написать жалобу. Вот, и таких, как я, наверное, много. А вправду, если это Статистика удобно. есть. Да, Из 27 человек только один. вот, напишет. 1,27. Это такая статистика. Да, это статистика. 1 из 27 подарит свое время и напишет нам жалобу. Ну, часто как происходит? У меня там друзья, знакомые или еще кто-то, они, ты же в Магнуме работаешь, слушай, а что у вас там? И они не оставляют жалобу нигде, не В фиксируют магазине, её. а им проще Да, тебе да, сказать. Есть такая история. И то при случае, этот случай мог быть уже давным-давно, они вот меня увидели, вспомнили и говорят об этом. Вот видишь, они уже рассказали свой негативный Да. опыт своим друзьям. На самом деле, действительно, нужно быть благодарным тем людям, которые тратят свое время, потому что, действительно, зачастую ты же не оставляешь обратную связь, потому что тебе там не хватает времени, или там некогда, или еще что-то. А люди, которые находят время, потому что для них это важно, да, оставить обратную связь, и действительно таким людям нужно быть благодарным. Поэтому жалоба – это точный подарок. А если говорить, есть ли какие-то на сегодня, исходя из замеров, да, там, из обратной связи, какие-то тренды, то, на чем мы сейчас работаем, какие-то места, скажем так, да, болезненные, над которыми сейчас у нас акцент, и на которые в последнее время часто обращают наше внимание. Да. Одно из направлений, по которому мы сейчас активно работаем, это корректность цен на полках. Это достаточно распространенная жалоба, связанная с тем, что цены меняются, появляется промо, скидки на товары. То есть мы для наших клиентов периодически запускаем с 2-недельным интервалом промо-акции. Соответственно, когда товар выходит из промо-акции, цена меняется в обратную сторону. И все это сопровождается изменением бумажных ценников на полках. И, соответственно, этот процесс изменения бумажных ценников на полке, смены ценников на полке, когда дает какой-либо сбой и ценник не поменен, у клиента это может вызвать негатив и негативную реакцию. Соответственно, для того, чтобы уменьшить количество таких сбоев и для того, чтобы дать инструмент контроля и исправления этой проблемы магазинам, был разработан специальный инструмент проверки цен. Он реализован в терминале сбора данных, автоматизирован. То есть для того, чтобы это сделать очень быстро, минимальными затратами, с максимальной эффективностью, продавец просто проходит, сканируя ценники, и в случае возникновения неправильного ценника, появления в ряду, он издает неприятный звуковой сигнал и формирует задание на печать правильного ценника. Супер. Автоматизирован, то есть после прохождения ряда у продавца, если он подключил мобильный принтер с собой, у него уже есть распечатанный набор правильных ценников, Здесь которые он сразу проходит, меняет. Да. Да, то есть, если терминал видит верный ценник, он его даже на печать не пускает. Конечно. А да. если видит неверно, он сразу на него... Да. Супер. Я помню, когда еще в первые дни, когда мы ходили на магазины, помогали там с ценниками, это был такой ужасный процесс, трудоемкий. Когда ты там бежишь, печатаешь, потом бежишь, меняешь, там с такой вот лентой. Не, вот этот А то, что чудо-терминал... сейчас, это вот реально классно. Этот чудо-терминал я не застал, я застал вон тот олдскульный. Чудо-терминал я тоже застала, мне повезло. Я и так поработала, и так поработала. Очень быстрый процесс. Можете попросить, когда будете на магазине, дать вам просто попробовать, насколько это быстро. Это прям очень быстро. То есть проверка занимает иногда в районе секунды на ценник. И как у нас сейчас обстоят дела с ценниками? Есть улучшение, связанное с уменьшением количества жалоб на ценники. Есть при этом другой момент, связанный с самими переоценками. То есть процесс пока еще не совершенен. Мы будем двигаться еще в направлении не постконтроля, условно, те ли цены стоят или не те, а направление, связанное с самим изменением процесса,
как происходит переоценка, как потом происходит реализация этой переоценки в магазине. То есть в этих направлениях будем лечить в том числе процессы, которые приводят к последующему неправильному ценнику и необходимости ходить и проверять, правильный он или нет. В том числе причину. Один из следующих выпусков у нас, кстати, будет посвящен ценнику. На образование? Да, и ассортименту. Мгм. Так что подпишитесь. Ну, и есть еще это внутренний инструмент, есть для клиентов у нас функция в нашем приложении Price Checker. То есть если вдруг бывает я часто ситуация, пользуюсь, нет кстати. Тоже, да. ценника на полке, то можно Price Checker'ом проверить. У меня самое частое, это когда я показываю штрих-код карты лояльности, а второе в этом приложении – это прайс-чекер. Это прям удобная штука. Если ценник не нашел, сразу навожу. Ну, это здорово, что на самом деле нас ведь слушают, еще раз повторюсь, не только сотрудники, но и в целом люди, которые не работают в Магнуме, но ходят в наши магазины. И эта информация для вас, чтобы вы понимали, что мы не стоим на месте, мы на самом деле постоянно работаем над тем, чтобы улучшать наши процессы. И в частности, по вопросу смены цен. Хотелось бы, знаете, немножко поговорить еще на тему лояльности, да? Вообще, что это такое лояльный покупатель, чем он отличается просто от покупателя, да? Лояльный покупатель – это тот, кто порекомендует своим друзьям, знакомым. У него есть какая-то эмоциональная привязанность все-таки к Магнуму. Лояльные покупатели – это наш основной костяк, они и больше тратят. У них чеки в 1,5 раза больше, чем не у лояльных потребителей. Простыми словами, это тот человек, который, каждый день ходит в наш магазин и тратит энную сумму. Не обязательно денег. каждый день, потому что есть разные миссии покупок. Он может ходить раз в неделю закупаться, он может ходить 2 раза в неделю делать большой закуп. Если у него гости либо какое-то мероприятие, это будет закуп для особого случая. Но в большинстве случаев он выберет Магнум. Конечно, у него в репертуаре могут быть и другие магазины, рынки, торговые сети, но чаще всего и достаточно регулярно он появляется у нас. И таким клиентам, естественно, мы рады. Мы для них готовим акции, мы высылаем им персональные предложения. То есть там уже много всяких инструментов для работы с ними. Через программу лояльности, через наше приложение, верно? Да. Угу. Дорогие слушатели, если вы хотите попасть в клуб лояльных покупателей, пожалуйста, обязательно устанавливайте приложение, регистрируйтесь. И там, на самом деле, много чего интересного есть, много интересных предложений. Я себя считаю лояльным, самым настоящим лояльным покупателем Магнум, потому что я в Магнум хожу с 2008 года, то есть когда у нас был только один магазин в Алма-Ате, самый первый на Абая, между Сайном и Мушой, да. То есть я в тот год приехала в Алма-Ату, и с первых дней, когда пришла в Магнум, увидела, я влюбилась. Для меня это был магазин. Сейчас прям искренне, не потому что я работаю в Магнуме сейчас, а потому что так и есть. Я влюбилась, и для меня это был всегда супермагазин, в который я очень любила ходить. И моя периодичность, она становилась все чаще с появлением, конечно, магазинов. Я себя считаю очень лояльным покупателем. И на самом деле, то есть как на меня влияет вообще история это изменение и работа с лояльными покупателями. Я раньше не очень сильно задумывалась на тему скидок, акций, не умела на самом деле этим пользоваться, честно. Меня научил этому Магнум, потому что когда тебе присылают уведомления, да, там постоянно тебя оповещают о том, что у нас такая акция. В Инстаграм, да, в социальных страничках наших я вижу постоянные посты. Я себя приучаю к тому, чтобы уметь с этим работать. Я уже начинаю вот такая акция, значит, я пойду на этой неделе, куплю вот такие сладости, куплю вот такие там колбасные изделия. То есть я уже себя заранее приучаю формировать свою корзину, исходя из этих акций и скидок. И финансово, конечно, это очень выгодно. Это прям такая история классная. В этом плане, наверное, как раз-таки розничные сети помогают нам тоже развиваться и расти, и помогают нам учиться управлять своим кошельком. Я прям в последнее время я прям вообще, даже в магазин, когда прихожу, я сразу так захожу в ряд полок, там, например,
для ребенка там сладкое. Раз так, ага, так, раз так по ценникам, значит, вот тут скидочка. Так, возьму это. И это здорово, когда есть такие возможности. В самом первом выпуске нашего подкаста я говорил, что я такой еще себе покупатель, потому что супруга всем этим занимается, и я как-то особо не этот. Но когда вы сказали про то, что лояльный покупатель – это тот, у кого есть какая-то эмоциональная связь, и она тут начала рассказывать про 2008 год, как она ходила в Магнум, я вспомнил, когда я первый раз пошел в Магнум, это было к Новому году закуп, ну, то есть там 30 или 31, я уж точно не помню, на оливье и на вот эти мандарины и прочее. У меня очень долго лет, если так можно говорить, я ходил в Магнум только перед Новым годом. И для меня Магнум – это вот Новый год – это ирония судьбы, оливье, мандарины и Магнум. Очередь в Магнуме с тележкой. Да. Ой, кстати, да. Один Вот год, под я Новый помню, год я помню, приехал на то ли второй, то ли третий филиал, я уж не помню, но я помню, что мы не смогли даже на парковку заехать. Настолько там аншлаг был. Слава богу, сейчас филиалов много и магазины рядом. Вот, ну а тогда это целое событие было, нам надо было... Помню эти безумные очереди ночью, накануне, там, 30-го, в десятке. Ну, для меня тогда ближайший магазин был, это вот десятка, это на Гагарина, большой магазин, да, гипермаркет. Вот это ночью, это в 3 ночи, это безумная очередь на весь... То есть там десятка огромная, да, магазин огромный. Очередь вот от кассы и до конца. То есть все люди 30-го ночью пошли за продукт. И вот сейчас, да, господи, какой рай, не надо 30-го ночи ехать. А сейчас как, кстати, у нас с очередями? С очередями все достаточно хорошо, потому что, во-первых, есть несколько вещей, которые это упростили. Первое, мы изменили само ПО, оно позволило ускорить процесс сканирования. Ну, то есть тот процесс, когда вы стоите и ждете возле кассы, когда же отсканируют мой весь товар, и можно будет оплатить и пойти домой. Второе, очень важное направление – это кассы самообслуживания. Их достаточно много по сети, они достаточно удобные для клиентов. Клиент сам сканирует товар, сам оплачивает, забирает свой чек, упаковывает и уходит. То есть ему не нужно ждать ни кассира, ни предыдущих покупателей. Он просто делает все сам. Потому она и называется касса самообслуживания. Мои дети любят кассу самообслуживания, и это, наверное, отличительная черта, потому что когда мы идем в магазин, и вот эта помощь маме вот Я сейчас все сделаю, да? Да, вот это прям опыт такой как бы хороший, вместе покупки, вот эта помощь. Ну, кроме как тележки, добавилась еще какая-то вот можно в кассира поиграть. Да, вот ты... Процесс вот этот весь покупки, он у тебя под контролем. И сыну нравится это наоборот. То есть какой-то период мы долгое время не ходили, онлайн только заказывали. Но сейчас вернулись, и вот касса самообслуживания, это вот мне вот прям нравится, и сыну моему нравится. И говорю, пойдем в магазин? Да, вот только вот из-за этого. У меня касса самообслуживания тоже для меня это огромная любовь. Я обожаю. То есть, что самое интересное, мой супруг, он наоборот, он всегда идет в кассу. Кассиру. Вот тут наши различия. То есть, когда я одна иду, я всегда через кассу самообслуживания. Неважно даже, какое количество покупок у меня. Мне комфортно. А он нет. Ну, понятно, да? Сейчас понятна разница в характерах. А он идет сразу на кассу, через кассира. Ну, то есть, вот, он не любит кассу самообслуживания. Ну, понятно, что когда там 1-2 товара, ему, конечно, проще. Но вот когда прям большие покупки, ему нужно через кассу, с кассиром, там, все как положено, это пообщаться. Вопрос привычки. То есть, даже когда мы ставим кассу самообслуживания, мы видим, что есть динамика увеличения. То есть, сначала ходит меньше клиентов, потом все больше и больше и больше клиентов. Кто-то не знает, как ей пользоваться. Мы специально приглашаем сотрудников, которые помогают, обучают, показывают. То есть, я помню, первое время мы прям настояли. Не, мы до сих пор ставим, потому что клиенты появляются новые. То есть, клиент пришел первый раз, мы кассу самообслуживания поставили, например, полгода назад. Он первый раз пришел в этот магазин. Ну, почему мы не должны ему помочь? Конечно, мы им помогаем, учим. Если нужна помощь, если нужно подсказать что-то, если нужно конкретно показать процесс, прям проходим этот процесс на кассе самообслуживания вместе с ним, и в следующий раз он уже комфортно себя чувствует и уже сам делает все необходимые действия, как ему удобно, если в этот день он хочет ни с кем не общаться, если в этот день он хочет купить 1 бутылку воды, и ему не хочется идти на основную кассу, если ему просто нравится сам процесс сканирования и упаковки так, как ему нравится, неторопливо и никуда не спеша, он спокойно может пойти на кассу самообслуживания и сделать это так, как ему нравится, да.
Я часто наблюдаю, там можно, правда, вот какие-то истории на кассе самообслуживания именно. А молодежь, я заметила, они знают все кнопки. Условно, там, когда ты покупаешь хлеб какой-то, там нужно еще кнопочку нажать, чтобы выбрать хлеб. Я этого не знала. А вот парниша, 14-15 лет, я вижу, он купил булочки, это тук-тук-тук. Я такой, о, я вот этого не знала функции. И я вижу, что молодежь легко, а еще видео ребенка, он прибежал, тоже что-то купил, выбрал оплатить QR-кодом, маме высылает QR-код, мама как-то там оплачивает, а мама А как-то так через тоже кассу. можно, Что-то что вот, ли? Да, там да, работает. там вот этот момент, они, именно дети, они вот интуитивно QR-код быстро фотографирует, понимают. скидывает. И... Он фотографию QR-кода Ага. отправляет родителям, родители, там, не знаю, один у другого сканируют и спокойно ему оплачивают, он получает чек, уходит с покупкой. Я не знала про это. Но они местные, Мгм. как это говорят, нативные жители, да, местные жители интернета и автоматизации и всего этого, им там суперкомфортно, мне кажется. Это Зачем я еще- оформила Каспи Голд ребенку? Надо было тоже... Нет, они, конечно, Каспий Голдом может оплатить, но вот есть такие всякие ситуации. Я часто наблюдаю, смотрю, как они взаимодействуют с этой кассой. Я до сих пор, когда хлеб покупаю, вот у нас на 40-м филиале, я иду в кассу, потому что там штрих-кода нету, я не знаю, как с ним справиться на кассе самообслуживания. На самом деле все очень просто и не зависит от возраста. И я наблюдаю любых покупателей на кассах самообслуживания. У нас есть магазины, которые расположены в районах, где много взрослого населения. И как бы спокойно люди пенсионного возраста проходят по кассам самообслуживания. Знают, кстати, все коды, потому что покупают чаще всего там стандартный набор продуктов, к которым Да. они привыкли. В этом плане не возраст, это скорее Опыт. личное, Опыт. да, личное желание и убеждение работать Да-да. с кассой самообслуживания Или или, нет. не использовать кассу А вот самообслуживания. кроме кассы самообслуживания, что мы делаем для покупателей? Уже делаем вот сейчас, да, и планы, вот что еще будут, да, для того, чтобы сервис еще лучше был. Но если давайте продолжим историю с кассами, да, конкретно кассы, потому что ни для кого не секрет, что пока ты ходишь, выбираешь по магазину товар, то ты вроде как свое время можешь тратить бесконечно долго, стоять возле полки с печеньем и провыбирать 10 минут. По-моему, каждый оказывался в ситуации, да? Это я. Я тоже, я люблю все. Сына надо успеть сравнить и Но посчитать. ждать 10 минут на кассе, когда мне продают товар, никто не готов, правильно? Согласны, да? Есть разница. Почему 10 минут там не равны 10 минутам на кассе? Возможно, потому, мое предположение, что 10 минут возле печенья – это 10 минут, потраченные на меня, себя, любимого, для выбора печенья, а 10 минут на кассе – это время, потраченное впустую для кого-то. Соответственно, вопрос ожидания на кассе, он стоит достаточно остро и важно. Это то, что покупатели не любят ждать на кассе. Да. Поэтому сейчас мы автоматизируем процесс построения графика кассиров. То есть, чтобы этот процесс делала машина, робот, который более достовернее прогнозирует поток покупателя и поможет снизить, наверное, время ожидания. Плюс из того, что мы сделали за последний год-полтора, мы обучили практически всех сотрудников магазина работать на кассе. Да. И, соответственно, если происходит нехватка кассира, именно кассира, то есть у нас условно работает 10 касс, вернее, есть 10 касс в магазине, работает 3, произошел наплыв какой-то непредвиденный, то есть бывает разные случаи, то есть люди пришли одновременно, то могут исполнить функции кассира заведующие секции, заместители директора филиала, директор филиала, продавцы. У нас появилась должность продавец-кассир, когда у нас продавцы в небольших форматах работают одновременно в зале, но в случае наплыва перемещаются на кассу и в момент наплыва спокойно отпускают всех покупателей, сокращая время ожидания и улучшая клиентский сервис. Это если, например, касаться касс. Также у нас есть акции, множество акций для лояльных клиентов. Причем тебе не нужно доказывать, что ты купил, фотографировать чек, загружать его на какой-то сайт, оставлять свои данные, чтобы поучаствовать в этой акции. То есть достаточно показать карту лояльности, и ты уже участник акции. Там уже на твой выбор. Купи этот продукт, либо просто если ты являешься лояльным покупателем какой-то определенной категории товаров, то тебе компания-партнер делает кэшбэк активации. Недавно прошла у нас акция с ножами. Вот сегодня последний день. Ой, это классная была акция.
И классные ножи. Действительно, акция пользовалась большим успехом, и я думаю, что ее стоит повторить еще в ближайшее время. А сейчас мы готовим уже новую акцию, то есть мы не простаиваем на месте, то есть у нас всегда есть чем порадовать и удивить наших покупателей. Нашумевшая акция была Coca-Cola с шашлыком. Потом люди обижались, что они про нее не узнали. Так что скачивайте приложение. У нас была классная акция с Лего. Насколько я помню, с игрушками там были хорошие скидки. Я узнала об этом под конец. Вот. Ну, не успеваю следить, даже будучи сотрудником Редко заглядывайте Магнума. в приложение. Есть два канала приложения и Инстаграм, то есть там, где всегда актуальная информация по акциям, со всеми условиями. Множество акций можно узнать там, потому что в магазине не всегда бывает места, и ты, бывает, пройдешь и не Да-да-да. заметишь, да. А тут ты конкретно можешь знать, что да, вот на Лего сейчас скидки с такого-то по такой-то период, и ты об этом либо в приложении, либо в Инстаграме узнаешь. Инстаграм, мобильное приложение, либо можно еще на сайте. Некоторые вот на сайте еще. А на сайте, на сайт это очень редкая сейчас история. Там кто... Вспомните свой опыт, кто сайт куда-то ходит. У меня это сейчас эмоция какая. Я помню про миньонов. Я эту акцию не мог пропустить, потому что у меня дети. Это И была всё, шикарная да. акция. И у нас полквартиры этими миньонами заставлено. Следующая акция с ножами. У меня теща из РКЛК приехала, это Кустанайская область. Магнума в помине нет. Он за ножами приехал и говорит, вы мне дети покупайте. Все увезла, там кучу комплектов. Вот. Собственно, супруга довольна у нас теперь все эти ножи. Вот. А для меня что-нибудь будет? Есть розыгрыши билетов на Я надо фестивали. брать шашлык музыкальные. с Кока-Колой. Да, есть на фестиваль Сингапур сейчас акция, причем такая, очень рекомендую в ней поучаствовать, потому что там достаточно не сильно известный еще бренд на рынке, но он пытается раскачаться, поэтому он такие интересные призы предоставляет. Кока-кола с шашлыком будет скоро совсем. Вот. И, опять готовьтесь с детьми и к походам Что-то в интересное, Магнум. да? Что-то скоро интересное будет. Миньонов я тоже очень помню. Это... И ребенок был просто в восторге от этих акций. Он там сам собирал эти наклейки. То есть, если ножи я сама собирала, да, Не, у там, меня ножи и ребенок собирал то тоже. там у меня ребенок был просто помешан. Там Наклейки. кружки, игрушки, боже, и все сейчас думаю, это богатство. Это вот геймификация как раз-таки. И плюс приложений. Открою планы наши. Бонусную систему мы будем дальше дорабатывать. То есть есть очень много всяких программ. То есть если ты больше тратишь, больше у тебя бонусы начисляются за какие-то определенные категории товаров. Тоже периоды. Вот, то есть там уже будет тоже элемент геймификации подключен, потому что в банках люди уже в принципе привыкли получать условно на такую-то категорию там, ваших расходов, вы получаете повышенные бонусы. Да. Здесь мы работаем сейчас над... Ждут приятные новости. Да, то есть приложение нужно скачивать. И слушатели, быстрее давайте регистрируйтесь, становитесь лояльными покупателями, что впереди много интересного будет. Эксклюзивное то, что для вас еще там есть клубы внутри. То есть на пати-клуб можно зарегистрироваться, там эксклюзивчик, доступный только у кого есть карты и кто состоит в клубе. Там и глубокие скидки, и мерч эксклюзивный, и билеты были в Италию. Вот. Мы не в тех приложениях, в общем. Нет, это внутри нашего приложения. Я и говорю, надо чаще там Это бывать. внутри нашего приложения Party Club. Вступайте. Да. Отлично, классно. А вот, кассы, акции, скидки, что еще? Какие-то изменения в ассортименте? Изменения в ассортименте, я думаю, вы, конечно, обсудите с коммерческим департаментом, но со своей стороны могу сказать, что изменения в ассортименте – это непрерывный процесс. Непрерывный процесс, инициируемый как нами, как компанией, так и поставщиками, потому что почти все производители заводят новые вкусы продукта. Не секрет, да? Ни для кого вы постоянно видите, даже привычный вам продукт появляется с новым вкусом. Новые типа размеры, что-то в больших упаковках, в других упаковках. Банки меняются на бутылки, банки на бутылки, бутылки на банки и так далее. Плюс с нашей стороны инициатива, то есть мы хотим, естественно, покупателю давать максимально широкий ассортимент в максимально
Так в разных абсолютно и ценовых категориях, и в разных, в принципе, категориях товара. И этот процесс непрерывный. То есть нет такого, что такого-то числа состоится большое открытие ассортимента. Нет, этот процесс абсолютно непрерывный. Я даже больше скажу, он ежедневный. То есть он ежедневный и постоянно меняющийся. Постоянно что-то вносим. Да, что-то вносим. Что-то, наоборот, исключается из ассортимента по тем или иным причинам. Либо по цене, неконкурентоспособности. Ну, то есть это уже больше вопрос коммерческого департамента. Но то, что мы постоянно добавляем новые позиции в ассортимент, то это постоянный процесс, непрерывный процесс, регулярный, и его не остановить. И причем мы делаем все возможное и иногда невозможное. Сами знаете, что за последнее время логистические цепочки поломались и у наших партнеров. Была нехватка в каких-то категориях. То есть сейчас эти категории мы максимально заполнили новинками, новыми товарами. Какие-то неизвестные на рынке, какие-то известные. Понимаем, что везде растут цены. Мы везем товары хорошего качества, но уже по ниже цене, чтобы предоставлять вот как раз разный диапазон. Альтернатива, чтобы была у цену. покупателей. Да. Мгм. Недавно вот привезли краску с Турции. Отличную, то есть она как бы достаточно доступная. Подгузники расширили ассортимент, то есть тоже в сторону доступности пошли. Влажные салфетки. Ну, вот из последних примеров, которые буквально это прошлая, позапрошлая неделя и текущие. То, что сейчас прям делается. То есть это прям отдельный импорт по определенным категориям. Новые, да? Да. Этих марок вообще не было Отлично. в Казахстане. Интересно, отлично. Но на самом деле это классно, потому что иногда ты же и не замечаешь даже, как меняется ассортимент. То есть ты привыкаешь там к определенным маркам, что это тоже, наверное, чему нужно учиться. Это пробовать новые, альтернативные. И действительно где-то есть ничуть не хуже качеством, но гораздо выгоднее по цене. Да, у нас есть собственные торговые марки, которые мы активно развиваемся. То есть, это тоже отдельная тема. Я думаю, у вас есть посвященная этому Да, и у нас в подкаст. гостях будут в этом году, я думаю, даже, наверное, удастся пообщаться с коллегами, занимающимися собственной торговой маркой. Марками. Да, У марками. нас их много. И есть также понятие, давайте как бы спойлерить будем, это эксклюзивные торговые марки, которые только в Magnum. То есть я думаю, это топики как раз-таки для следующих встреч. Да, супер. Пойду я изучать приложения, вступать в клубы тематические, чтобы получить выиграю путевку. Куда? Сингапур? Сингапур. Сингапур. Вот, отлично. Я там не был. Вот. Надеюсь, буду. И глубокие скидки хочу тоже себе. Да, друзья, спасибо вам за эту прекрасную беседу про клиентов наших любимых. Не будет клиентов, не будет нас, не будет выпусков нашего подкаста. Вы знаете, хотелось бы немножко так и вот резюмировать, наверное, да, наверное, больше для коллег, для сотрудников, для магазинов, какие-то 3-5 основных шагов, которые нужно каждый день делать, следить для того, чтобы быть всегда, чтобы сервис поддерживать всегда на хорошем уровне. Не буду говорить на высшем, потому что это всегда спорный вопрос, что такое высший уровень, но на хорошем уровне. Для того, чтобы сервис был на хорошем, высшем, великолепном уровне, надо смотреть в первую очередь как клиент. Ну, то есть ставить себя на место клиента. И когда ты воспринимаешь себя как клиент, ты пришел в магазин, в котором работаешь, и смотришь глазами клиента. Если ты клиент, понравится ли тебе вот это конкретное, не знаю, лежащее на полу, упавшая упаковка от товара, да, от какого-то, от коробки. Нет, не понравится. Ну, вот, если применять этот метод во всем, то есть вот ключевое, во всем, не выборочно, а во всем, то не надо ни 3, ни 5, ни 10 параметров каких-то учитывать. Надо просто один метод, использовать метод, смотреть на магазин глазами клиента, придирчивого клиента, который хочет качественный сервис получать. То есть быть самим собой как клиентом, и все прекрасно будет получаться. Если честно себе отвечать на вопрос, что я как клиент хочу видеть в том или ином магазине, что я как клиент хочу видеть в той или иной категории товаров, что я как клиент хочу видеть на лицах сотрудников, что я хочу слышать со стороны сотрудников. Если честно отвечать на этот вопрос и честно принимать решения и делать действия, направленные на улучшение, будет великолепный сервис. И не забывать, что жалобы – это подарок. Прям с радостью
воспринимать их и уметь работать с ними. В принципе, есть и тренинги, как снимать негатив, и что нужно прям до сути добраться, жалобы не эмоционировать, в смысле убрать эмоции, услышать именно на что это его, какая потребность. Я буду не я, если не скажу в каком-то выпуске про нашу систему дистанционного обучения, в которой есть прекрасный курс, который так и называется «Жалоба – это подарок». Там диалоговый тренажер, он очень интерактивный. Вот, welcome. Еще один спойлер, да, скоро тоже появится новый курс, касающийся клиентского сервиса, дистанционного обучения. Вот. Спасибо большое, коллеги. На самом деле, очень интересно получился у нас с вами разговор. Дай бог не последний на эту тему. Очень надеюсь, через какое-то время мы с вами вернемся и узнаем еще много нового и интересного, потому что для меня прям какие-то вещи были откровением на самом деле. Вот. Поэтому спасибо. Давайте любить наших покупателей, давайте любить их обратную связь и давайте улучшаться и делать так, чтобы нам самим было хорошо и вкусно приходить в наши магазины. Спасибо. Всего доброго. Напоминаем нашим слушателям о том, что в эфире подкаст «Жазбол». Слушать нас вы можете на внутреннем портале Magnum Life, телеграм-боте Magnum Life, а также на платформах Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс.Музыка. Коллеги, слушайте нас, делитесь ссылками на подкаст «Жазбол» с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. «Жазбол». Саубол!